Мы находимся на площадке строительства ГЭС Баласару мощностью 25 мегаватт в Таласской области. В 2022 году президентом была заложена капсула под строительство ГЭС Баласару. Из республиканского бюджета было выделено более 2 миллиардов сомов на реализацию этого проекта. Спасибо. Мы подписали договор о финансировании с компанией Чакан-ГЭС для того, чтобы уже в этом году первые мегаватты, произведенные на станции Баласару, были поданы в электрическую сеть. Аналогичные проекты реализуются по другим территориям Кыргызской республики. В Исыкульской области строится солнечная станция, в Баткенской области строится малый ГЭС, в Джалабадской области мы сейчас прорабатываем ряд проектов. В целом, уже на текущий момент фонд реализует 7 проектов в области возобновляемых источников энергии. Это малые и средние ГЭСы. Сегодня мы все стали свидетелем поистине исторического момента. Мы очень благодарны всем, кто нас поддержал. Это Российско-Кыргызский фонд развития, Министерство энергетики. Как вы видите, все сотрудники Чакан-ГЭС трудятся в поте лица. Мы уверены, что в кратчайшие сроки завершим этот значимый для нашей страны проект. Сегодня посмотрели, что уже большая часть всех подготовительных строительных работ на станции завершена. А вот здесь труба будет, да? Да, труба потом будет разделяться. За моей спиной находится контрфорсная плотина Кировского водохранилища, которая обеспечивает поливной водой как территории Таласской области, так и соседней области Республики Казахстан. Для фонда строительства ГЭС Баласару примечательно еще тем, что компания Чакан-ГЭС, которая является стопроцентным государственным оператором и производителем электроэнергии на малых станциях, реализует свой первый проект с 1960-х годов. Для нас большая честь принять участие в софинансировании этого проекта для того, чтобы проект был завершен в самые кратчайшие сроки.